Кварча Леон Гурамович родился в 1980 году в городе Сухум. В 1997 году с отличием окончил 10-ю среднюю школу имени Нестора Лакоба. В 2002 году с отличием окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт по специальности экономика и управление на предприятии. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в этом же вузе. В последующие годы прошел повышение квалификации в различных российских вузах. С 2013 года слушатель дипломатической академии МИД Российской Федерации. С 2012 года Леон Кварча, заместитель руководителя автотранспортного предприятия в городе Сочи, автор 11 научных публикаций. Мы рады видеть вас в нашей программе. У меня к вам несколько вопросов. Поскольку вы намерены предложить нам тему о мировом опыте организации государственных и муниципальных закупок, мне хотелось бы для начала спросить, наиболее перспективная форма закупок, с вашей точки зрения, какая она? Начну с того, что в любой стране государство является крупнейшим покупателем товаров, заказчиком работ и услуг. Соответственно, этим инструментом оно воздействует на экономику страны в целом и может ей придавать те направления, которые необходимы на том или ином этапе. В связи с этим возникает необходимость именно эффективного использования бюджетных средств, которые имеются в наличии. Они, как известно, их никогда не бывает достаточно на все проекты. Поэтому в мировой практике для обеспечения эффективности использования бюджетных средств и их максимальной результативности используется политика организации открытых конкурсов, то есть тендеры. Наиболее эффективной и наиболее продуктивной методика является именно методика открытого конкурса при размещении государственных заказов. Можно сказать, что вы являетесь сторонником прокюремента. Но вы знаете как, прокюремент имеет различные аспекты свои. Они есть как и положительные, так и отрицательные. То есть не стоит слепо механически копировать полностью все методики, но сама основа, сам базис подобного подхода, он безусловно применим в условиях Абхазии, но с учетом того, что необходимо предоставлять определенные льготы и преференции местным производителям. То есть procurement, он в западной практике не используется, скажем так, в его буквальном понимании, когда полностью открытая конкурентная экономика, то есть могут в закупках участвовать совершенно разные поставщики из разных стран и так далее. В любом случае имеются какие-то ограничения. Но в основе всего лежит открытая конкуренция. Конкуренция. Да. Или конкурсный отбор, скажем так, тендер, то, что мы называем тендером. Да. И очень много разговоров в нашем обществе тоже вокруг этого. Да. Это как панацея, исключение коррупции, если она есть. Не панацея, но... Не, вот так воспринимается очень многими, поэтому предлагают все время тендер. Вот я просто хотела бы спросить, я не экономист совершенно, я даже могу быть вашим зрителем просто, да, мне интересно, мне известно о политике протекционизма, это мне известно из истории, еще со времен Петра Великого в России, еще куча примеров, естественно, да, на этапе становления национальной экономики, когда должна проводиться протекционистская политика, да, насколько это не противоречит тому, что вы говорите? Значит, попробую донести свою мысль. Протекционизм, он, безусловно, необходим в определенных мерах, да, в определенной степени на этапе становления экономики, но что нам показывает практика таких стран, как, предположим, Индия или Китай? Они также на этапе становления национальной экономики прибегали к политике протекционизма, такой бездумной, скажем так, да, когда полностью экономика закрывалась от внешнего мира. И это в итоге привело к тому, что необоснованно удорожало большое количество товаров, очень высокий уровень коррупции, бюрократии, невозможности ведения бизнеса и снижения инвестиционной привлекательности. Поэтому протекционизм, это такой инструмент, он обоюдоострый, да?
То есть, с одной стороны, действительно нужно в очень таких дозированных количествах его применять, но практику открытой конкуренции с целью отбора наиболее эффективных поставщиков и производителей тех или иных услуг никто не отменял. И опыт мировой весь, он показывает, что именно открытая конкуренция, она позволяет отобрать наиболее достойных, наиболее квалифицированных и поставщиков, которые предоставят продукцию надлежащего качества. Ну хорошо, вот скажем, в конкурсе, да, в тендере участвуют наши местные производители и иностранные производители. Наиболее эффективный и качественный товар представили иностранные производители. Да. И что же надо сделать? Кому надо отдать предпочтение? Значит, попробую рассказать. В законодательстве... Мне нужна ваша принципиальная позиция. Я попробую объяснить. Значит, в законодательстве обычно всегда прописывается, как правило, определенная доля преференций и льгот для местных производителей. Значит, для примера, в таких странах, как Венгрия, Румыния, да, страны Восточного блока, которые находятся также на переходной стадии экономики, при организации любых конкурсов и тендеров у местных производителей всегда есть льготы и преференции на уровне до 20%. То есть при прочих равных условиях, если цена местного производителя до 20% выше, чем у кого-то, ну, у аналога, да, у аналогичного производителя, ну, допустим, того же иностранного, то предпочтение отдается, естественно, местному производителю. Но в то же время местный производитель это не должен расхолаживаться из-за того, что ему предоставляют серьезные льготы. Да? То есть слишком большие льготы, они расхолаживают, да, местную производственную среду и позволяют ей завышать цены, занижать качество и так далее. То есть именно мысль, что должна быть здоровая конкуренция, когда люди все время находятся в тонусе и думают о том, как усовершенствовать производство и улучшить качество, она должна проходить красной нитью через всю политику государственных закупок. Снова кафедра. На абхазском телевидении продолжаются телевизионные лекции. «Знание – сила». Это не только название одного из самых популярных советских журналов, но и слова известного английского философа Фрэнсиса Бэкона. Гость кафедры, кандидат технических наук Леон Кварча. Добро пожаловать. Добрый день еще раз. Сегодня я постараюсь вам рассказать о мировом опыте организации государственных и муниципальных закупок и о нашей абхазской действительности, и что нам с этим можно делать. Вы, наверное, все знаете, ну, поскольку вы экономисты, о том, что валовой внутренний продукт любой страны может рассчитываться тремя способами: по доходам, по расходам и по валовой добавленной стоимости. В рамках сегодняшней лекции мы будем использовать тот метод, который называется по расходам. Значит, он рассчитывается по 4 переменным. Первая переменная – это потребительские расходы или расходы домохозяйств. Вторая переменная – это у нас частные инвестиции, то есть инвестиции частных предприятий. Третья переменная – это государственные расходы. И четвертая переменная – это чистый экспорт, то есть это разница между экспортом услуг и работ из нашей страны и импортом товаров и услуг в нашу страну. У нас в республике на сегодняшний день рост валового внутреннего продукта, он обусловлен лишь составляющей государственные расходы. Поскольку 3 остальные переменные, они изменяются в незначительной степени. Чистый экспорт у нас находится в состоянии минуса, то есть это дефицит большой, где-то порядка в среднем 12 миллиардов рублей в год. Соответственно, он тянет всю остальную составляющую валового внутреннего продукта вниз. Инвестиции также, к большому сожалению, последние несколько лет, они стремятся к нулю, частные инвестиции имеются в виду, поэтому они также незначительно влияют на значение валового внутреннего продукта.
Следующая составляющая — расходы домохозяйств, то есть это потребительские расходы, это ваши ежедневные расходы, расходы ваших семей. Поскольку у нас официальный среднедушевой доход по состоянию на 2012 год где-то порядка 7600 рублей, мы понимаем, что эта составляющая не может серьезным образом влиять на рост экономики. Поэтому у нас остаются только государственные расходы. Таким образом, у нас встает задача максимально эффективного использования тех бюджетных средств, которые есть в наличии, для того, чтобы обеспечить максимальный прирост экономики. В мировой практике государственные закупки с целью обеспечения их эффективности проводятся только исключительно на конкурсной основе, на основании тендера. Это от английского слова «предложение», «заявка на подряд» либо «конкурс». ООН и ВТО рекомендуют всем своим членам организовывать закупки государственных услуг исключительно на конкурсной основе. Существует комиссия по праву международной торговли при ООН, которая даже разработала типовой закон о закупках товаров, работ и услуг, который она рекомендует в качестве базиса для разработки законодательства по закупкам для любой страны. Этот закон состоит из 6 глав и 57 пунктов. В нем прописываются общие положения, виды закупочных процедур, условия их применения, порядок осуществления этих процедур, порядок обжалования и так далее. Значит, для того, чтобы вы понимали, для чего это все делается, я вам объясню есть 4 базовых принципа, на основании которых строятся закупки в каждой развитой стране в мире. Первый принцип – это прозрачность. То есть это открытость и доступность государственных закупок для любого участника хозяйственной деятельности, неважно от его организационно-правовой формы и формы собственности. Следующий принцип – это открытая и эффективная конкуренция. То есть любое предприятие, если оно способно удовлетворять тем требованиям, которые выдвигает государство, оно имеет право участвовать в государственной закупке с целью отбора наиболее эффективного и наиболее экономичного варианта приобретения государственных услуг. Следующий принцип – это искоренение коррупции. То есть вы знаете, да, что в отсутствие, когда у нас государственные закупки осуществляются закрытым способом, когда они непрозрачны, это является наиболее благоприятной средой для зарождения коррупции. И последний принцип – это экономия и эффективность. То есть конкурсные процедуры, они позволяют приобретать необходимые государству товары, работы и услуги по максимально низким ценам при требуемом уровне качества. Потому что вы понимаете, да, что каждый поставщик хочет получить государственный подряд, поэтому он старается предложить его подешевле, чем его конкурент, но при этом поддержать уровень качества, для того, чтобы с ним был заключен государственный контракт. Анализ мирового опыта государственных закупок, он позволяет говорить о том, что при правильной их организации они позволяют обеспечить рост национального дохода в экономике. Именно за счет их максимально эффективного использования. То есть, вы как экономисты должны понимать, что сэкономленные деньги – это фактически заработанные деньги, да? Поэтому на сэкономленные деньги государство может приобрести еще какие-то дополнительные товары и услуги и при прочих равных условиях реализовать больший объем работ, услуг и, соответственно, обеспечить занятость в экономике. Значит, существуют определенные исследования в области величины экономии вообще, да, в различных странах. Организация экономического сотрудничества и развития провела определенное исследование, которое показало, что в развитых странах эта экономия составляет где-то порядка 14-16%, да, от общего бюджета закупок. В развивающихся странах эта цифра на порядок выше, это порядка 30%. То есть вот чувствуется разница, да, то есть в тех странах, где еще не устоявшаяся политическая структура, не устоявшаяся экономика, где идут постоянные какие-то процессы нестабильности, там всегда уровень экономии на госзакупках он больше, потому что там всегда выше уровень коррупции. Вот эта величина экономии, это фактически то, что в экономике используется неэффективно, да? То, что уходит на различные коррупционные схемы, то, что увеличивает вообще общую неэффективность экономики и так далее.
Существует ряд стран, в которых этот уровень экономии, он еще выше. Допустим, в Колумбии, да, ну, Колумбия, вы знаете, это латиноамериканская страна, она с достаточно такой постоянно колеблющейся экономикой, нестабильностью и так далее. Вот в ней при введении конкурсных процедур в относительно недавнее время экономия составила до 47%. То есть вот, чувствуется, да, это практически в 2 раза экономия от первоначального бюджета. Помимо этого, государство использует конкурсные процедуры для того, чтобы влиять на экономику в том или ином направлении, каком ей нужно, в рамках своей бюджетно-налоговой политики. То есть вы, наверное, уже знаете, что бюджетно-налоговая политика государства, она является одним из инструментов, который воздействует на ее рост. И она носит антициклический характер. В чем он выражается? То есть, когда экономика на спаде, когда у нас рецессия, либо стагнация, государство наращивает свои расходы для того, чтобы стимулировать совокупный спрос и увеличить занятость в экономике, да, и таким образом увеличить уровень национального дохода. Когда у нас перегрев экономики, государство снижает свои расходы. Вот в развитых странах государственные закупки как раз таки используются для того, чтобы выявлять те точки, которые находятся на спаде, и стимулировать совокупный спрос именно в них. Предположим, в Канаде государственные закупки используются для того, чтобы стимулировать занятость в отдельных депрессивных регионах. То есть объявляется открытый государственный конкурс, и преимущественное право выполнения госконтракта имеют те предприятия либо организации, которые находятся именно в этих депрессивных регионах, для того, чтобы стимулировать уровень занятости там и, соответственно, увеличить доходы проживающего там населения. Следующий основной момент, который ставится в преимущество, да, организации конкурсных процедур, это стимулирование малого и среднего бизнеса. То есть в Европе это особенно явно проявляется, поскольку в Европе до 80% занятого населения трудоспособного, оно занято как раз таки в малом и среднем бизнесе. В Европе малые и средние предприятия могут получать преференции до 15-20% при размещении государственного заказа. В Венгрии этот уровень может достигать иногда и до 30%. То есть таким образом государство стимулирует предпринимателей на развитие своего бизнеса, на открытие малых и средних предприятий, которые являются основанием вообще всей европейской экономики. Теперь я вам хочу рассказать о том, какие существуют вообще системы организации закупочной деятельности. Их всего 3. Первая система называется централизованной. Централизованная система организации закупочной деятельности подразумевает под собой создание единого органа, который отвечает за закупки вообще в государстве. То есть это одна большая структура, в которую стекаются заявки от министерств, учреждений, ведомств государственных, которая их обрабатывает и затем объявляет конкурсные процедуры для приобретения нужных товаров, работ и услуг. В чем ее преимущество? Ее преимущество в том, что за счет крупнооптовых закупок данный орган позволяет значительным образом сэкономить государственные средства и таким образом повысить общую эффективность их использования. Также в рамках данного органа появляется большая возможность сконцентрировать высококвалифицированных специалистов, которые на профессиональном уровне занимаются именно государственными закупками. Для этого нужно определенное специальное образование профессиональное. Да? То есть любой желающий не может прийти и заниматься госзакупками. Это очень ответственная и очень серьезная деятельность, потому что связана с финансами. Следующий вид организации закупочной деятельности – это децентрализованная система. Децентрализованная система подразумевает под собой наличие одного органа, который занимается лишь координацией, планированием и контролем закупочной деятельности на территории государства. Но сами закупки осуществляют специальные закупочные органы, которые создаются в рамках каждого ведомства либо учреждения. То есть есть один орган, который координирует работу разных ведомств и учреждений. Ее достоинство заключается в том, что она более гибкая, потому что позволяет учесть индивидуальные потребности тех или иных заказчиков. Но в то же время недостаток ее заключается в том, что
она не позволяет обеспечить тот уровень экономии, который можно обеспечить на больших крупнооптовых закупках, потому что каждое ведомство занимается закупками самостоятельно, соответственно, в небольших объемах. Последний вид – это смешанная система. Смешанная система, она как раз-таки заключается в том, что позволяет объединить достоинства одной, централизованной и децентрализованной. Допустим, пример смешанной системы государственных закупок у нас есть в США. Как выглядит система государственных закупок в США? Существует орган, который, в переводе на русский, наверное, можно его назвать как управление общих услуг, которое представляет собой большой, крупный орган, в который стекаются заявки от всех федеральных ведомств, министерств и учреждений США на приобретение нужных им товаров и услуг. Он закупает все эти товары, хранит их у себя на складах и с небольшим процентом, который необходим для поддержания его жизнеобеспечения, перепродает их, соответственно, непосредственно самим заказчикам. Он позволяет, во-первых, избежать коррупционных схем при осуществлении госзакупок. Он позволяет обеспечить уровень максимальной централизации и прозрачности государственных закупок. И он позволяет собрать у себя большое количество высококвалифицированных специалистов, которые осуществляют закупки именно в строгом соответствии с американским законодательством. Но в то же время, помимо этого центрального органа, в таких ведомствах, как Министерство обороны США, Агентство по развитию и исследованию энергетики, Аэрокосмическое агентство НАСА, вы, наверное, слышали, эти ведомства занимаются закупками самостоятельно, потому что продукция, которую они приобретают, она очень специфична, и этими закупками они должны заниматься непосредственно сами, потому что там нужны узкоспециализированные специалисты. Таким образом, в США у нас видна достаточно слаженная комбинация обеих систем, и она работает достаточно эффективно. Теперь попробую вам рассказать о европейской системе госзакупок. Значит, в Европе, вы знаете, у нас Евросоюз имеет систему наднационального законодательства, да? То есть директивы Евросоюза, они имеют преимущественную силу перед национальным законодательством стран, входящих в него. Вот директивы Евросоюза регулируют все закупочные процедуры, которые происходят в странах-участниках Евросоюза. В основном в странах Евросоюза существует смешанная система государственных закупок. Она основана как раз-таки на том, что существует либо Министерство экономики, либо Министерство финансов, которое осуществляет контроль, планирование, координацию закупочных процедур. Но сами закупки осуществляют непосредственно госзаказчики. То есть это специализированные органы при каждом ведомстве, в обязанности которых входит именно осуществление государственных закупок. Есть опыт Великобритании. Значит, в Великобритании государственными всеми закупками занимается, в переводе на русский, наверное, служба государственных закупок, да, правильнее будет перевести. Она, во-первых, занимается нормотворчеством, да, то есть выработкой законодательства в области государственных закупок. Она осуществляет планирование государственных закупок, составляет планы для тех или иных госзаказчиков. Она занимается контролем осуществления госзакупок. И в ее структуре находится непосредственно орган, который занимается именно организацией аукционов, тендеров, конкурсов и так далее. Помимо этого, контролем за правильностью расходования государственных средств, за тем, чтобы они не расходовались на те проекты, которые нецелесообразны, неэффективны или слишком дорогостоящие, занимается служба аудита Великобритании. Да? Она совместно со службой государственных закупок проверяет каждого заказчика либо ежеквартально, либо ежегодно. То есть у нас так получается такой двухуровневый контроль системы госзакупок, который в принципе исключает какие-либо коррупционные схемы или неэффективное использование государственных средств. Также у них, в Великобритании получила практика система так называемых мониторинга ключевых проектов. В чем она заключается? По плану госзакупок, который представляет каждый госзаказчик на очередной год, то есть система полностью основана на планировании. Закупки не осуществляются хаотично. Да? Сегодня одно покупаем, завтра второе.
все ведомства планируют свои закупки. Вот эти планы, графики закупок, они анализируются службой государственных закупок, и из них выявляются наиболее дорогостоящие, наиболее, наиболее капиталоемкие и проекты, которые обладают повышенной социально-экономической значимостью. Вот эти проекты находятся на постоянном контроле у службы государственного аудита, то есть они проверяются не по факту их уже выполнения, а от начала и до конца. Каждому проекту прикрепляется отдельный служащий, который совместно с государственным заказчиком проверяет правильность и своевременность выполнения государством своих обязательств и эффективность, соответственно, расходования средств. Таким образом, система злоупотребления, она сводится к минимуму, то есть исключаются полностью какие-либо злоупотребления бюджетными средствами. Система госзакупок в Германии. Значит, в Германии она полностью децентрализована. Каждое ведомство обладает своей закупочной структурой, которые самостоятельно занимаются закупками. Но это не означает, что над ними нет контроля. Существует Федеральная счетная палата, которая проверяет их в конце каждого года по факту освоенных ими бюджетных средств. И помимо этого общую координацию их деятельности осуществляет Федеральное министерство экономики. Сама деятельность, она максимально децентрализована, но она находится все равно в определенных рамках. И также имеет достаточно высокий эффект, поскольку вообще немецкое законодательство, оно максимально акцентировано на том, чтобы обеспечить равноправную конкуренцию на рынке и исключить какие-либо преференциальные условия для каких-либо поставщиков. То есть антимонопольная политика в Германии достаточно сильно развита и исключаются какие-либо злоупотребления. Помимо этого, чтобы вы понимали, любой заказчик на территории Евросоюза, он имеет право оспорить решение государственных органов по заключению государственного контракта в суде. То есть, если я выступаю как госзаказчик, и у меня возникли определенные подозрения о том, что контракт заключен неправомерно или процедура конкурса проведена неправомерно, я имею полное право обратиться в суд. Причем суд подобные иски, опять-таки в соответствии с директивами Евросоюза, он их рассматривает в приоритетном порядке, то есть максимально короткие сроки, с тем прицелом, чтобы не вызывать задержку инвестирования государственных средств. Вся эта правовая практика, она обобщается и соответственным образом вносятся коррективы в общеевропейское законодательство с целью его совершенствования. Сегодня, помимо традиционного проведения госзакупок, большое распространение получила система электронных тендеров, которая позволяет оптимизировать вообще весь процесс государственных закупок и снизить его стоимость. В чем она заключается? Если раньше госзаказчики подавали заявки, обменивались документацией со своими подрядчиками на бумажных носителях, то сегодня этот процесс максимально автоматизирован. То есть существуют специализированные правительственные порталы, на которых полностью опубликовывается вся информация о государственных закупках. Все планируемые к проведению тендеры, они видны на специальном сайте, на который любой поставщик абсолютно может зайти и посмотреть, какие в ближайшее время будут проводиться тендеры. И если он видит для себя, что какой-либо из тендеров ему интересен, он имеет полное право подать электронную заявку с помощью специальной электронной цифровой подписи и точно так же в электронном виде получить всю необходимую ему конкурсную документацию. То есть в этом случае и поставщики, и государство экономят большое количество средств, времени и организационно-технических мероприятий для организации госзакупки. Все происходит максимально эффективно и максимально сжатые сроки. Если вам кому-нибудь будет это интересно, вы можете в интернет зайти и посмотреть. В Российской Федерации есть такой сайт, он называется zakupki.gov.ru. Вот на этом сайте опубликуются абсолютно все проводимые в Российской Федерации государственные конкурсы, аукционы, запросы котировок и так далее. И абсолютно любая компания, абсолютно любое предприятие из совершенно отдаленных точек Российской Федерации может принимать в нем участие. При условии, конечно, что данный конкурс или тендер будет для него целесообразен. То есть вся система, она строится на максимальной открытости, доступности и прозрачности. Нет каких-либо закрытых мероприятий, закрытых тендеров, в которых могут участвовать только какие-то избранные предприятия.
теперь давайте перейдем к нашей абхазской действительности. У нас, к большому сожалению, сегодня вся система госзакупок, она полностью идет вразрез с общепринятыми принципами открытости, доступности, публичности и прозрачности, да? Что вызывает серьезное напряжение в обществе, что вызывает серьезные диспропорции в развитии вообще самой экономики и, соответственно, замедляет вообще темпы роста развития национальной экономики. Чем это вызвано? Это вызвано в первую очередь тем, что не все предприятия, да, вы знаете, что есть большое количество предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса у нас, которые не могут полностью реализовать свой потенциал именно ввиду того, что у них нет доступа к бюджетным государственным средствам. Из-за этого кто-то вынужден сворачивать производство, кто-то вынужден закрываться. Соответственно, вы понимаете, что из-за этого, во-первых, у нас понижается уровень занятости, у нас снижается уровень национального дохода. То есть видна четкая взаимосвязь между эффективной организацией правильной системы государственных закупок и ростом национального дохода в стране. Что нам необходимо в этом направлении предпринять? Значит, в Абхазии, на мой взгляд, система вся госзакупок, она должна опять-таки строиться на тех общепринятых нормах и принципах, которые существуют во всем мире. Ну, в первую очередь, это равноправие и доступность вообще самой системы госзакупок абсолютно для всех участников рынка. В первую очередь, естественно, имеются в виду местные предприятия. Это публикация всей информации о планируемых государственных закупках либо на печатных носителях, либо в системе интернет. С тем, чтобы все предприятия, все фирмы, компании имели возможность с ними ознакомиться и решить для себя, хотят ли они в этих конкурсах принимать участие или нет. Следующий основной принцип, основная задача, которая должна преследоваться, это, естественно, искоренение коррупционной составляющей, да, при организации системы госзакупок. Мы знаем, что где-то до 30%, опять-таки это по мировому опыту, в системе госзакупок может экономиться в случае именно осуществления конкурсных процедур, да, а не закупки у единственного поставщика. Опять-таки, малый и средний бизнес, да, преференции у нас должна быть определенная система квот, которая предоставляется именно предприятиям малого и среднего бизнеса. В чем она должна заключаться? Ну, во-первых, государство должно законодательно, в рамках законодательства о размещении государственного и муниципального заказа, государство должно законодательно закрепить определенную квоту, которая определяется именно для предприятий малого и среднего бизнеса в системе госзакупок. Ну, в Российской Федерации на сегодняшний день по существующему законодательству, вновь принятому, минимум 15% бюджетных средств, которые идут на закупку товаров, работы и услуг, они должны выделяться для предприятий малого и среднего бизнеса. То есть таким образом государство эти предприятия поддерживает и обеспечивает уровень занятости. Та же система абсолютно полностью должна быть применима у нас. Я даже считаю, что больший процент намного должен быть закреплен именно за предприятиями малого и среднего бизнеса. Ну вот, допустим, в США это составляет около 25%. Причем за этим очень строго следят. По истечении каждого года госзаказчиков проверяют и смотрят, какой процент от общей суммы бюджетных средств, которые им выделили, они разместили у предприятий малого и среднего бизнеса. И еще одна задача, которая должна решаться в рамках системы госзакупок, это преференции и льготы для местных поставщиков. В чем эти преференции и льготы заключаются? Мы знаем, что сегодня расходование бюджетных средств, оно действительно по совершенно непонятной системе осуществляется, по совершенно непонятным критериям, принципам, они не регламентированы, поэтому какие-то товары, работы, услуги приобретаются за границей, ну, в той же России, когда на самом деле есть местные поставщики, у которых есть свои небольшие предприятия, производства, и те же самые товары можно было бы закупать у них. Но тем не менее этого не делается. Вот если у нас эта процедура будет регламентирована законодательно, государство будет обязано размещать часть бюджетных средств именно среди местных поставщиков, то есть предоставлять им определенные льготы и преференции при конкурсных процедурах. Как вообще эта система, на мой взгляд, в Абхазии может выглядеть?
Наиболее, наверное, эффективно будет, я вам рассказывал до этого, смешанная система организации государственных закупок, то есть как она должна вообще функционировать. У нас есть Министерство экономики, которая, по идее, может заниматься планированием государственных закупок, нормотворчеством в этой сфере, координацией государственных заказчиков, их контролем. Но непосредственно сами закупки должна осуществлять специализированное управление, опять-таки в рамках Министерства экономики, которое, предположим, может называться Управление по государственным закупкам Республики Абхазия. Что должно входить в его функции? В его функции в первую очередь входит организация непосредственно самих конкурсных процедур. То есть какие вообще в принципе бывают конкурсные процедуры? Они бывают, это может быть конкурс, это может быть аукцион, это может быть запрос котировок, это может быть закупка у единственного поставщика. Вкратце попробую вам объяснить. Конкурс — это такая организация государственных закупок, когда предъявляется определенная система критериев, в том числе и цена, по которым отбирается заказчик. То есть цена не всегда является определяющим критерием, а определяющим могут являться, допустим, такие показатели, как уровень квалификации поставщика, опыт его работы, деловая репутация, финансовая устойчивость, наличие квалифицированных кадров. То есть, допустим, такие капиталоемкие проекты, как капитальное строительство, реконструкция и так далее, они требуют действительно высокого уровня квалификации, поэтому наряду с ценой, естественно, определяющими критериями должны выступать и уровень квалификации, опыта, наличие соответствующего персонала у поставщика, у подрядчика. Аукцион. Аукцион заключается в том, что отбирается тот поставщик, который предлагает просто самую низкую цену. Но не то, что просто любая цена самая низкая. Естественно, есть определенный уровень требований у госзаказчика, но определяющим опять-таки выступает цена. То есть фактически аналог с теми аукционами, которые вы, наверное, в общепринятом понимании знаете. Запрос котировок, он применяется тогда, когда нужно оперативно разместить какой-то госзаказ, то есть чтобы это не сильно долго тянуть. Условно, есть объем средств небольшой. Как правило, с запросами котировок размещают не крупные государственные заказы, где-то в Российской Федерации это лимитируется 500 тысячами рублями. То есть небольшие заказы, которые необходимо разместить оперативно. Просто рассылаются предложения тем компаниям, которые занимаются тем или иным видом деятельности, и они дают свои ценовые предложения. Кто дал самое низкое, того и, соответственно, выбирают. И последний вид госзакупок – это закупка у единственного поставщика. Она реализовывается тогда, когда речь идет о каком-то очень уникальном продукте, который способен предоставить именно этот поставщик, а не какой-то иной. Это могут быть, допустим, предметы оборонного заказа, когда не могут все подряд, допустим, изготавливать танки или предоставлять пушки. Либо на изготовление каких-то литературных произведений, потому что есть авторы, которые специализируются в каком-то определенном жанре, соответственно, госзаказ размещается только у них. Или когда, допустим, у нас есть документальное подтверждение того, что у других поставщиков этой продукции нет, поэтому мы можем разместить госзаказ только у данного поставщика. Соответственно, осуществляется закупка у единственного поставщика. Данные способы закупок, которые приняты, в принципе, в общемировой практике, они должны быть в полной мере использованы у нас. Естественно, для этого должна быть соответствующая нормативно-правовая база, соответствующая институциональная база и эффективные меры контроля над организацией самой этой системы закупок. Как осуществляется вообще сам отбор? После того, как управление по государственным закупкам объявило либо конкурс, либо аукцион, либо запрос котировок, неважно, он официально публикуется. Это может быть либо печатное издание, это может быть интернет, либо и то, и другое вместе взятое. Соответственно, начинают поступать заявки от всех желающих. После того, как поступили эти заявки, они обрабатываются, то есть смотрится наличие документов, все ли документы предоставлены, правильно ли они оформлены.
После того, как пакеты документации проверены, документы передаются в государственную комиссию, в государственную закупочную, аукционную либо конкурсную комиссию. Она может состоять из представителей различных министерств, ведомств, учреждений, именно тех, которые занимаются размещением государственного заказа. То есть она должна быть межведомственной. И в ней должно быть достаточное количество участников. То есть как минимум порядка 10. Вот эта государственная комиссия рассматривает уже, проводит оценку, рассмотрение и сопоставление заявок. То есть смотрит, соответствует ли документация, предоставленная поставщиком, тем критериям, которые изначально были при размещении объявления объявлены. По итогам рассмотрения всех заявок, которые поступили, отбирается наиболее достойный претендент, наиболее достойный кандидат, который предложил либо самую низкую цену, либо который предложил наилучшие условия выполнения государственного контракта. Это могут быть кратчайшие сроки, это могут быть высококвалифицированные специалисты, это может быть высокая деловая репутация у поставщика, ну и так далее. Таким образом, эта система исключает какие-то кулуарные, келейные соглашения между госзаказчиком и поставщиком о размещении госзаказа у того или иного поставщика. Соответственно, она исключает какие-либо коррупционные схемы. Потому что крайне тяжело заключить какие-то коррупционные соглашения с большим количеством членов закупочной комиссии. В этом случае просто сам госзаказ он теряет какую-либо рентабельность для того, кто его выполняет. Сама система контроля должна заключаться в том, что, во-первых, отчеты о размещении государственных средств, бюджетных средств, они ежеквартально, как минимум ежеквартально, должны представляться в парламент. Да? То есть парламент изучает отчеты, которые поступают от госзаказчиков. Помимо этого, вы знаете, что в ближайшее время, будем надеяться на то, что это будет реализовано, должно быть создано казначейство у нас. Казначейство – это как раз-таки тот орган, который также находится, скажем так, на страже того, чтобы государственные бюджетные ассигнования, они шли по назначению и расходовались обоснованно, а не на какие-то непонятные мероприятия. Ну и также у нас существует счетная палата. То есть получается, что уровень контроля, он трехуровневый, да? Их три получается. У нас счетная палата, казначейство и парламент. Вот подобная трехуровневая система контроля, она позволяет, не знаю про 100%, но 99% точно обеспечить того, чтобы государственные средства бюджетные, они расходовались максимально эффективно и результативно. Я вам могу сказать следующее. По работе в государственных органах Российской Федерации где-то порядка от 5 до 20% экономится, при размещении госзаказов именно на конкурсной основе. То есть при запросе котировок это где-то от 5 до 10% экономии. При конкурсе это где-то от 10 до 15%. И самый высокий процент экономии он достигается при проведении государственных аукционов. Потому что аукцион – это такая вещь, когда включается еще механизм азарта, то есть люди, которые в нем принимают участие, они часто уже не просчитывают экономическую целесообразность, а вот как в казино, они настолько входят в азарт, что они максимально начинают снижать цену, и в итоге получается, что снижение достаточно высокое. В итоге государство выигрывает, но, конечно, сам поставщик в определенных случаях он может проиграть ввиду того, что рентабельность у него будет крайне низкая. Наверное, вот в этом видении абхазская система государственных закупок, которая должна быть у нас в перспективе, у меня и заключается. Нельзя сказать то, что нужен механический опыт именно той или иной страны. Нам нужен симбиоз того, что вообще есть в мировой практике. Вот симбиоз он заключается в том, чтобы система госзакупок она была именно смешанная. То есть был определенный уровень централизации осуществления государственных закупок в виде Министерства экономики. Но в то же время децентрализованность заключалась в том, что ведомства и учреждения, они создают при своей структуре закупочные органы, которые занимаются размещением госзаказа именно на основе тендеров. То есть есть один орган, который координирует работу всех ведомств и учреждений, и, соответственно, трехуровневая система контроля. Вот
Вот это, наверное, и будет такая квинтэссенция мирового опыта именно в рамках Республики Абхазия. А то, что в каждой стране максимально эффективно действует именно та система, которая есть в ней, это, ее нельзя механически взять и скопировать для нас. Нужно постараться все достоинства взять, а недостатки как бы оставить им самим, скажем так. Мне интересно, что у нас в государстве делается для того, чтобы мы могли систему закупок приблизить к другим государствам. Предприниматели многие жалуются на то, что у них нет доступа, равноправного доступа к системе к размещению государственного заказа. На сегодняшний день, вот я как вам говорил, у нас ВВП страны, оно стимулируется в основном именно госзаказом. То есть все остальные переменные, они, к сожалению, не работают. Ни частные инвестиции, ни чистый экспорт, ни потребительские расходы. Поэтому все предприниматели сегодня они смотрят на госзаказ как на панацею от всех своих проблем, да, то есть на то, чтобы получить какой-то государственный заказ. Но, к большому сожалению, у них нет возможности на равноправной конкурентной основе участвовать в размещении госзаказа. Если бы государство размещало госзаказ именно на продуманной конкурентной основе, у нас бы, возможно, было бы создать какие-то небольшие, малые и средние предприятия, в том числе в тех районах, где у нас проблемы еще хуже, чем в остальной республике. То есть в данном случае имеется в виду восточные регионы Абхазии, да? Там действительно серьезные территориальные диспропорции экономического развития. Вы знаете, что у нас та сторона западная, она больше рассчитана на курортников, в то время как восточная, она традиционно была промышленной, а сейчас она находится в запустении. Вот если бы у государства была продуманная политика именно в размещении государственного заказа, да, на конкурсной основе, оно бы преимущественно размещало государственные заказы среди тех предприятий, которые находятся именно в восточной части. Но не имеется в виду просто взять и тупо разместить там заказ, объявить конкурс и посмотреть при прочих равных условиях, да, если одинаковый уровень качества, одинаковый уровень наличия квалифицированного состава работников, одинаковое качество работ. Преференции отдавать именно тем предприятиям, которые расположены в восточной части республики. И таким образом предприятие с помощью своей закупочной политики, государство с помощью своей закупочной политики могло бы максимально сбалансировать и гармонизировать экономику. Да? То есть там у нас курортная отрасль, они зарабатывают действительно на курортников в курортный сезон, в то время как государство размещает государственные заказы на производство, на строительные работы именно преимущественно среди предприятий, расположенных в восточной части республики. Таким образом, можно было бы как-то немножко сгладить вот эти вот территориальные диспропорции экономического развития, которые есть, и, соответственно, повысить уровень занятости там. С одной стороны, хочется защитить местных производителей, да, а с другой стороны, хочется и качество тоже. Ну, как примирить вот эти противоречия? Вы знаете, как вот ссылки на качество, да, они, опять-таки, обоснованными могут быть лишь в том случае, когда есть определенная формализованная система критериев, которая указывает, на какое качество нам нужно. То есть просто прийти и сказать, что вот это качественно, а вот это некачественно, нельзя. Во всем мире так не делается. Во всем мире те требования, которые предъявляются к качеству, они прописываются документально. То есть содержание тех или иных материалов, сроки поставки, объем гарантии на продукцию, эксплуатационные расходы и так далее и тому подобное. Вот это все прописывается и объявляется для всех. И все анализируют для себя, могут ли они этим требованиям удовлетворить или нет. И в том случае, если человек не может удовлетворить, тогда он поднимает руки и говорит, я не могу. А просто человеку отказать на том лишь основании, что я считаю, что это некачественно, нельзя. Говорили о необходимости создания, например, специализированного управления. Да, вот, да. Это имеется в виду создание инфраструктуры системы государственных закупок?
Кто есть система? Вот, скажем, инфраструктуру какую надо создать, чтобы госзакупки грамотно, правильно, справедливо осуществлялись? Ну, в двух словах. Вот в России у нас есть сегодня федеральная контрактная система. Из чего она состоит? Есть федеральное законодательство. Ну, давайте не будем. Что нам нужно? Хорошо, давайте. В двух-трех словах. Значит, какая инфраструктура нужна для этого? В первую очередь, естественно, базисом должно являться нормативно-правовая база. То есть это в обязательном порядке закон о размещении государственного и муниципального заказа в нашей республике. Это первое. Соответствующие подзаконные акты, для того, чтобы обеспечить механизм его реализации. Второе, это необходима структура, она, скорее всего, должна быть в составе Министерства экономики в виде управления государственных закупок или республиканская контрактная служба, как угодно назовите. В ее обязанности должна входить именно организация государственных закупок, то есть поступают заявки от министерств, ведомств, учреждений о том, что им нужно, технические задания так называемые, вот на профессиональном языке это называется техническое задание. Что мне нужно, как мне нужно, в какие сроки мне нужно, подробно все, очень подробно прописывается. Они обрабатывают эти заявки и организовывают торги, публикуют их в газете, это может быть Республика Абхазия, это может быть любая газета, которая доступна на всей территории нашей республики. И они публикуют это в обязательном порядке в интернете, потому что не все могут газету увидеть, сейчас у нас большинство людей пользуются интернетом. И вот любой абсолютно поставщик, увидя это объявление, он подает заявки на то, каким образом он может выполнить этот госконтракт. Эти заявки рассматриваются, анализируются комиссией именно закупочной. Она называется, как правило, аукционная, котировочная, либо конкурсная комиссия. По-моему, мы возвращаемся к лекции. Первое, закон. Второе, управление государственных закупок в составе Министерства экономики. Третье, в обязательном порядке, это государственная, конкурсная, аукционная, котировочная комиссия. И как органы контроля, это у нас должно быть казначейство, счетная палата и парламент. Вот очень коротко, если совсем очень коротко. Мне, как всегда, нравится научный подход к любой проблеме. Есть проблема протекционизма, то есть политика протекционизма в экономике. А есть необходимость привлечения иностранных инвестиций. Как же это сделать, чтобы не ущемлять интересы наших поставщиков, наоборот, стимулировать наше местное производство, при этом не закрыться от иностранных инвестиций? Я читала работы немецкого экономиста XIX века Листа. Имея в виду политику протекционизма, он говорил, что на стадии становления экономики определенного государства во главу угла надо ставить политику протекционизма. Но я еще читала, познакомилась с работой другого немецкого экономиста уже позже, Отто Мауса, который сказал вот следующие слова. Полное экономическое проникновение одного государства в другое – это та же самая оккупация. То есть имеется в виду, что особенно так чрезмерно увлекаться иностранными инвестициями нельзя. Но мне кажется, что это не про нас пока, потому что у нас пока еще нет этого уровня, чтобы нам бояться иностранных инвестиций. Этих инвестиций очень мало. Но тем не менее есть проблема и в том, чтобы проводить грамотную протекционистскую политику, и в том, чтобы, конечно, привлекать в Абхазию иностранные инвестиции. Я думаю, что на те вопросы, которые вы озвучили, профессионально должен ответить другой экономист, может быть чиновник, скажем, министр экономики. И возможно, что мы попытаемся попозже это сделать. Спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо. Всего доброго. Благодарю за внимание. Это была кафедра.